Ассаламу алейкум всем достойным. А манкурты могут пройти мимо. Меня зовут Магомед Ялхаро. Я нахожусь в селе Тлох Ботлихского района. Это одно из древнейших сел. И то, что вы видите, это памятник при входе на кладбище местное. Теперь закономерный вопрос, почему я здесь? И что я здесь ищу на этом кладбище? Это очень интересная история. Она уходит корнями начала XIX века. Если кто читал Льва Николаевича Толстого, то у него есть знаменитая повесть «Хаджи Мурат». Вот как раз Хаджи Мурат жил недалеко отсюда, и родом он с Хунзахского района. И он был один из самых выдающихся полководцев времен имамата. Это совместно чеченско-дагестанское государство. И вот такая вот история. Хаджи Мурат был женат на чеченке из села Валерик. И в связи с этим я и касался здесь. Вот потомки его родственников со стороны жены, ее звали Санет, рассказали мне эту историю. После того, как Хаджи Мурат попал в плен и был убит, его друг, родом из этого села Тлох, звали его Дибир Махма, или по-русски Дибир Магомед. Он был очень высокообразованный исламский ученый. Чтобы спасти семью Хаджи Мурата, обычно Шамиль тех, кто шел против него, наказывал тем, что убивал их и их жен и детей отдавал другим своим военачальникам. Но Дибир Магомед решил спасти семью Хаджи Мурата и сделал фиктивный брак. Он как бы женился и защитил эту семью. И тогда он привез их вот в это село, купил им дом огромный. Это Санет родила от Хаджи Мурата 4 девочек и 1 сына. И поселил их здесь, а сам ушел на войну. И в районе Грозного он был раненый, попал в плен, и его расстреляли. А Санет вместе со своей сестрой, чеченкой из села Валерик, они из тейпа акинцев, прожили здесь и умерли. И вот на этом кладбище есть могильные надгробия жены Хаджи Мурата, Санет и ее сестры. Дальше вообще интересная история. Царские власти забрали его сына и отвезли в Петербург и сделали из него офицера. И в конце 19 века он дослужился до звания полковника и служил в районе Владикавказа. Ушел на пенсию, не стал возвращаться в Тлох, он поселился в селе Валерик, женился на чеченке и прожил там до революции. И вот его сын уже жил при советской власти. Но у его сына было 2 дочери, и потомков Хаджи Мурата по мужской линии в Чечне нету. Это первая часть моих поисков потомков Хаджи Мурата здесь, в Тлохе и в Чечне. Это увлекательное путешествие в историю, и надеюсь, я их найду.